Элвин Грей раскрыл свой секрет, как добиться успеха в бизнесе. Об этом он заявил на форуме «Бизнес Про», который прошел в Конгресс-холле Таратау в Уфе. Участниками всего этого события стали порядка 4000 человек. Подробности у Екатерины Тимиряевой. Я вообще думал, что костюм одену только когда женюсь. Но сейчас я понимаю, что костюм я даже на свадьбе, видимо, не одену. Однако для участников итогового конгресса предпринимателей «Бизнес-Про» любимец публики, заслуженный артист Башкортостана и певец, которого называют башкирским Джастином Бибером, Радик Юльякшин сделал исключение. Он признался, что главный секрет успешного бизнеса – вера в себя и трудолюбие. Чтобы этого добиться, нужно много работать. Много работать и верить в своей мечте. И просто поставить цели, просто идти. И никого не слушать. Ну, естественно, слушать полезные вещи можно слушать, а все пропускать, и нужное оставлять, а ненужное нет. И, в общем, тут секретов нету. Власти Башкортостана работают над тем, чтобы снизить регуляторную гильотину для бизнеса. По сути, направление ведется в ручном режиме. Год назад решили проводить еженедельно по четвергам в 11:00 проектный офис, где мы подробно разбираем все показатели инвестиционного рейтинга, который разработан был совместно Агентством стратегических инициатив и Министерством экономического развития Российской Федерации, а также работаем над снижением упрощением так называемой регуляторной гильотины и снижением административных издержек, связанных с открытием и развитием. Всего в форуме приняли участие около 4000 человек. Такие данные сообщили в Республиканском госкомитете по предпринимательству. Здесь работали круглые столы, отдельные сессии посвятили открытию регионального оператора Сколково, женскому предпринимательству, взаимодействию с надзорными органами и другим направлениям. На выходе будет большее количество технологических предпринимателей. Соответственно, наша задача помочь создать такие условия, которые будут способствовать росту технологического бизнеса, позволят использовать те возможности и ресурсы, которые сейчас есть в стране, как в фонде Сколково, так на самом деле и в других федеральных институтах развития. То есть основными выгодоприобретателями всей этой истории должны быть как раз таки предприниматели, в первую очередь технологические предприниматели. И очень важная тема, что не просто говорить о том, что необходимо развивать предпринимательство, а все-таки менять отношение жителей к предпринимательству и менять ментальность людей в части склонности к ведению предпринимательской деятельности, потому что мы понимаем прекрасно, наши выпускники в большей части не хотят работать чиновниками, хотят попасть на работу в госкорпорации. Также на форуме про бизнес любой желающий мог получить консультацию у представителей министерств и ведомств. Для этого создали отдельную секцию «Кабинет министров». Ну а для настроения работала рождественская ярмарка, где о своем бизнесе рассказывали уже те, кто ведет его годами. Екатерина Тимиряева, Гульназ Хайбуллина, Азат Ишбулатов. Новости Уфа.